Власти Армении перекрыли дороги и провели обыски в домах в поисках российского солдата, подозреваемого в убийстве как минимум 6 человек около военной базы в городе Гюмри. Жертвами, включая 2 детей, были члены одной семьи. По словам полиции, подозреваемый покинул свою армейскую часть, прежде чем массовое убийство было обнаружено. В Пешаваре на северо-западе Пакистана студенты вновь приступили к занятиям после почти месячного перерыва, вызванного массовым расстрелом в военном училище. Власти продлили зимние каникулы по всей стране после вооруженного нападения талибов в Пешаваре 16 декабря. Боевики убили более 150 человек, большинство из которых дети. В учебных помещениях, куда вернулись учащиеся, введены новые меры безопасности. Казахстан. Главный редактор журнала Адам Бол, закрытого по решению суда 2 месяца назад, возглавил в Алма-Ате марш протеста коллег-журналистов и активистов. Сторонники журнала, название которого переводится как «быть человеком», призвали президента Нурсултана Назарбаева быть человеком в его отношении к средствам массовой информации. Журнал был обвинен в пропаганде экстремизма и закрыт в ноябре за интервью с бежавшим на Украину критиком казахского правительства. В Багдаде журналисты провели молчаливый митинг в поддержку свободы слова и в солидарность с жертвами нападения на французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» на прошлой неделе в Париже. В ходе протеста 11 января журналисты держали плакаты, утверждающие, что у терроризма нет религии. Они также призвали неназванные иностранные государства прекратить поставки оружия и других средств поддержки потенциальным террористам.